Ассаляму алейкум, меня адым Лиза, соадым Фомина. Поздороваться и представиться на крымско-татарском языке для 8-летней Лизы – обычное дело. Девочка закончила 2 класс в 42-й школе имени Эшлефа Шемьезаде. Алфавит, цифры и стихи она выучила за 1-й год. Потом мы перешли во 2 класс, нам уже давали побольше заданий. И я начала больше понимать татарский язык. И потом я начала получать много 5. Также Лиза любит рассказывать о своих кошках и семье. У меня большая семья. Мама, папа, я и младшая сестренка. Девочка с большим удовольствием читает и детский журнал «Арманчах». Мне нравится то, что там есть разные сказки, стишки, и фотографии. И мы еще тут сидя учили песенки, игры. Нравится мне. Пополнять словарный запас как русского, так и крымско-татарского не забывает и на каникулах. Читает каждый день. А вот 74-летняя Вера Эмирова настоящий полиглот. Она свободно говорит на 7 языках. Сколько себя помню, столько и говорила на крымско-татарском, узбекском, туркменском, азербайджанском, корейском и таджикском. Сама женщина выросла в Узбекистане. Вспоминает, люди всегда удивлялись, как она быстро запоминала слова на чужом языке. Родной язык до 17 лет не знала и Лемара Селендили. Перед поступлением в вуз записалась на курсы крымско-татарского. Преподаватель подарил ей практикум Айдера Меметова. К экзамену я готовилась месяц. Эту книгу выучила наизусть. А на экзамене боялась, что будут какие-то косвенные вопросы. Экзамен сдала на отлично. После она активно стала читать крымско-татарских классиков и выписывала незнакомые для себя слова. На самом деле это хорошее занятие. Читая книгу, лучше понимаешь людей, менталитет. Плюс ко всему, наши книги пропитаны национальным духом. Изучению родного языка Лемара Уджа посвятила всю жизнь и удостоилась высшего ученого звания. Сегодня она доктор филологических наук, профессор КФУ имени Вернадского. Если мы хотим сохраниться как нация, мы обязаны знать свой язык. У него есть официальное будущее. Наш язык государственный. Однако крымско-татарский внесен в список исчезающих языков ЮНЕСКО, но не все его диалекты. Самая сложная ситуация с северным диалектом, потому что его носители живут сейчас дисперсно, то есть некомпактно. И вот их оригинальный, раритетный язык, он пропадает. Помимо образовательных учреждений, над сохранением диалектов также работает Совет крымских татар при главе Крыма. Созданы специальные анкеты. Заполнить их может каждый желающий. Как показывает практика, крымско-татарский язык востребован и активно развивается. Фатиме Сейдаметова, Асан Зивадинов, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет.